Привет, меня зовут Ваня, и сегодня я сам посмотрю и вам покажу цветение сакуры в Японии. Да, как пелось в одной песне, а он придет и приведет за собой весну. Не знаю, как у вас, а у нас тут сейчас апрель. А это что значит? Правильно, ханами. А ханами что значит? Ханами дословно переводится цветок смотреть. Ну, если красиво, то праздник любования цветами. Сакури білий цвіт, хвилює серця рух, сумний як сон, соки на землю лечить. Я не буду называть какие-то конкретные места, потому что, по-любому кто-нибудь найдется, кто напишет: а почему ты не назвал тот-то парк или сад? Тоже мне в Японии живет, называется. Ну, а во-вторых, наверное, не обязательно искать какое-то конкретное место, потому что сакура здесь просто везде. Вся Япония в марте, в апреле белая или розовая. Она и вдоль автодорог, и вдоль железных дорог, вдоль рек, во дворах частных домов, на территории храмов, госучреждений. Вон даже площадка автошколы вся засажена сакурой. Не говорю уже о парках, садах или скверах. Так что вам просто надо выйти на улицу. Для японцев сакура — это не просто красивое дерево, это символ Японии. Почти каждая вторая компания в названии имеет слово сакура. Есть девичье имя сакура, названы улицы в честь сакуры. Даже крышки канализационных люков имеют изображение сакуры. Тут даже есть зубная паста со вкусом сакуры. В общем, пропиарено это дерево по полной программе. Ну и, соответственно, туристов, желающих увидеть сакуру именно в Японии, выше крыши.
Кстати, кто не знает, сакура – это бесплодная вишня, то есть декоративная. Раньше в Японии ханами связывали с посевной риса, и, мол, опадающие лепестки сакуры символизировали новую жизнь, новый урожай. Отвечу на главный вопрос. Да когда же приезжать-то? Ну, тут все зависит от того, в какую часть Японии вы прилетаете. Хоккайдо, ну, наверное, апрель, может даже май. Если юг, то февраль, начало марта. Я скажу за регион, где я живу, регион Кансай. Это Осака, Киото, Нара. Лучше всего это конец марта, начало апреля. Этот год выдался теплее. Пик получился в 20-х числах марта. То есть вот вы видите кадры, это 30 марта, уже деревья зеленеют. Да, ну в общем мой совет вам, это 1 апреля. Вот просто шикарный вариант. Либо еще цветет, либо уже цветет. Если позже, ну смотря куда, опять же, если в горы, где-нибудь Тояма, Нагано, Сидзуока, где трехтысячники, да, там похолоднее, хоть это не север, но там еще в апреле можно застать. Но имейте в виду, что этим пользуются некоторые недобросовестные авиакомпании. И цены в апреле на авиабилеты, ну вы поняли.
Вот за моей спиной и есть, собственно, праздник Ханами. Если вы думали, что здесь японцы сидят, созерцают, смотрят, как долго падает лист сакуры на землю, и потом пишут хоку. Нет, ну, возможно, и такие шизики есть. Ну, в смысле, творческие люди. Ну, по-простому, это просто пикник на природе. Люди занимаются вообще всем. И пьют, и спят, и просто играют, и фотографируют. В общем, семейное времяпровождение. Вот такой вот он, праздник Ханами. А вот что происходит с сакурой недели через 2 после начала цветения. Она становится обычным зеленым деревом, в чем японцы видят глубокий смысл. Мол, краткосрочность бытия вообще и конкретной красоты. Сегодня ты красив, успешен, а завтра внимания никто не обращает. Да, скажу как философ философом. Если с таким подходом рассуждать о каждом дереве, башка сломается. Ну а пока.